Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Достоверная история обработки металла отражает в себе тысячелетия технического и научного развития человеческой цивилизации. Люди добывали руду с древнейших времен, изучали разные свойства металлов и сплавов, использовали в производстве оружия, автоматических устройств, сложных механизмов. Остались в прошлом рукопашные сражения, но люди до сих пор проявляют интерес к холодному оружию. Даже женщины восторгаются силой и блеском металла. Железо и медь, как очень прочные металлы, на протяжении веков и даже тысячелетий хранят достоверные факты прошлого. Многие проявляют интерес к старинным боевым искусствам. В последние годы происходит возрождение старинных традиций обработки металла. Недалеко от Казани возникла артель кузнецов «Старая школа». Кованые предметы – это настоящие шедевры народного творчества. Меня многие спрашивают, откуда у тебя это все. У нас роднее кузнецов нет совершенно. Учился в 11 классе, я случайно попал в кузницу. Это было в Рязанской области, это была старая, аутентичная такая кузница с таким огромным мужиком, дедом, кузнец огромный. Я когда туда зашел, я удивился. Для меня когда-то было кусок железа, это нечто такое конечное. То есть вот кто-то его сделал, и все, его никак не исправить невозможно, оно вот есть и есть. Но когда я увидел то, что нагрев в обычном горне, этот кусок железа, из него можно сделать вещь, которая кому-то потом пригодится, которая будет много-много лет работать, я удивился. Потом закончил школу, устроился на работу туда же, будет железный. Это, наверное, одно из первых мест, где в России начали добывать железо промышленным способом. Но металл брали в болотах. То есть это какая-то субстанция такая, смесь глины, торфа и металла, очень долго выжигалась в горне. Потом это все перековывалось, и она была похожа на губку. Это очень долгий процесс. Каждый вот этот комок, он спекался, потом перековывался, спекался. И правда говорят, что на один меч уходило до 5-7 лет. Это я верю этому. Это все вполне возможно при их той технологии. Ну, насколько я слышал, крич – это печное железо, которое добывалось в любой избе. Да? В обычных там глиняных крынках выжигались примеси, и таким вот образом получалась руда. Очень низкого качества, но тем не менее, то есть что-то можно было из нее сделать, элементарные вещи. Кузнец – это вообще человек демонический. То есть раньше кузнецов и боялись, и уважали. Почему? Ну, на самом деле ничего там таинственного нет. На шаманов мы не похожи. Вот. А, наверное, это связано с тем, что любой кузнец, любая кузница, она строилась на краю деревни. Для того, чтобы не сжечь это все-таки огонь, и для того, чтобы не подпалить соседей, то есть и плюс еще вода. Требование было вода. Покровителем кузнечного дела у греков и римлян считался Гефест или вулкан. О первом кузнеце, Тувал-Каине, рассказывается даже в Библии. Отец его, Ламех, потомок Каина, восхитился мечом, который сделал Тувал-Каин, и воспел песнь, которая считается гимном оружию и силе. Вокруг имени Тувал-Каина, которого считают первым кузнецом, возникло множество легенд. По одной из них Тувал-Каин спасся от вод потопа в жерле вулкана и сообщил потомкам секреты кузнечного мастерства. Греческий философ Пифагор открыл в кузнице законы музыкальной гармонии. Известный экономист Валентин Катасонов назвал современное человечество цивилизацией Каина, так как на протяжении всей истории совершенствуются способы убийства, создаются новые виды оружия. Познакомиться с историей оружейного дела можно в Казанском музее «Дух воина» на территории Кремлевского заповедника. Здесь представлены подлинные артефакты, начиная с X века до нашей эры. Основной металл той эпохи бронза, отсюда, в принципе, и название.
Но стоит отметить, что бронзовый металл очень мягкий. Отковать из него длинный меч, либо кинжал невозможно. Поэтому основное оружие – топоры, копья и короткие кинжалы. И вот такая длина клинка, она максимальная, которую можно было отковать именно из бронзы. Длиннее клинок уже гнулся, ломался, оружие становилось непригодным. Народы были кочевые, самым дорогим, самым ценным для них всегда оставался конь. На коне у кочевника проходила практически вся жизнь. Коня нужно было тоже защищать. Конский доспех – это налобник, одевался он на морду коня, служил и доспехом, и украшением. Для таких же целей служили широкие металлические пластины. Коня также украшали круглыми бронзовыми медальонами. Кстати, круг – это символ солнца, а солнце и огонь – это главное, чему поклонялись многие племена, будучи язычниками. Вообще народы той эпохи, они считали, что мир делится на две части. Существует мир предметный, мир вещей, и мир духов. Три фигурки, представленные в стенде, они олицетворяют собой добрых духов. Таким духам поклонялись, брали с собой как обереги, злых же духов изгоняли с помощью шума. Древние люди считали, чем больше шума ты произведешь, тем ты более силен, более защищен. Для этих целей на конские удила подвешивались всевозможные колокольчики, бубенчики, подвески, все, что шумит, все, что гремит, дабы изгнать злых духов, как считали народы той эпохи. Это поздний бронзовый век. На смену ему приходит век железный. В эту эпоху, 7 и 4 века до нашей эры, человечество знакомится с новым металлом, железом. Но железо сразу бронзу вытеснить не может. Технология обработки на ранних этапах недостаточно развита. Железо прочнее бронзы. Чтобы расплавить его, необходимы специальные печи, где достигается высокая температура. Кузнецы опытным путем осваивали азы древней металлургии. Нужно знать технологию закалки металла, то есть температурные режимы. Ведь, понимаете, вот горн дает, например, там, до 1300-1400 градусов температуру. А железо обрабатывается, то есть вот существует там, условно говоря, сколько степеней, там 10-12 степеней нагрева, да, существует. Там каждый цвет соответствует определенной температуре. Есть даже, скажем так, бытует мнение, что кузнецы были бородатыми для того, чтобы, поднося к бороде, определять температуру металла. Вплоть до этого уже доходило. Вот. Поэтому здесь нюансов много. Почти 300 лет истории оружия отражены в экспозиции выставки, которую привез в Казань Тульский музей. Создатели самых разных видов холодного и огнестрельного оружия ковали славу России. Кузнецы, они же и зародили это искусство, это мастерство. Это потом уже мы тут собираем какие-то автоматы, автомат Калашникова и так далее. А тогда нужно было с этим металлом очень долго и скрупулезно работать, ну, тоже, собственно, отбивать, отливать различные виды деятельности. И да, кузнецы — это прародители, можно сказать, каких-то инженеров. Не каждый кусок железа можно превратить в добрый меч. Силы молота недостаточно, чтобы создать совершенный клинок. Необходима особая мастеровая смекалка. Ну, в то время из металла это холодное оружие, обороняющееся свойства, нападение, да, и от оружия требовалось, во-первых, что? Легкость, гибкость и твердость. То есть взаимно исключающие друг друга вещи. Кузнецы пытались объединить это все в одном, но для этого потребовалось, чтобы в одном изделии были сплавы и металлы разных качеств. Начиная с бронзового века, кузнецы активно экспериментировали с металлом, стараясь добиться лучших боевых качеств оружия. Оружие остается либо полностью бронзовым, но это короткие кинжалы. Чуть длиннее кинжала появляются биметаллические, состоящие из двух металлов. Клинок он полностью отковывался из железа, а из бронзы длинный клинок согнулся бы и сломался. Рукоять отливалась из бронзы. И появляются короткие мечи, оружие скифов, скифский окинак, полностью железный. Дело в том, что расцвет железного века совпадает с господством таких племен, как скифов.
Скиф – название греческое, так их назвали греки. Своей письменности они не имели, и все знания о них дошли благодаря сочинениям античных авторов. В частности, грек Геродот, отец истории, как его называют, он описывал скифа как мужчина, воин, варвар, как их называли тогда, носил широкие штаны, шаровары, рубаху, куртку и конусовидную кожаную шапку. Называлась она, кстати, башлык. Сами они себя называли сколотами, и в переводе с иранского это означает «лучник». И действительно, в эту эпоху скифы были самые лучшие лучники, самые лучшие наездники. Стремена в ту эпоху не использовали, их просто не существовало. На коне держались только за счет силы собственных ног. И даже древние греки, прежде чем вступить в бой, они распешивались, они с коня сходили, дабы с него не соскользнуть и не упасть. Так вот, скифы могли одновременно скакать, воевать, из лука стрелять. И когда древние греки увидели впервые такие племена, они решили, что это некое существо одновременно и скачет, и воюет. Вот вам многочисленные будущие мифы и легенды о кентаврах. Несмотря на удаль скифов, в IV веке до нашей эры их рассеивают более воинственные племена, племена сарматов, которые пришли на территорию Приазовского моря с земель Казахстана. Если у скифа это легкая кавалерия без доспехов, тоже в конце IV века сарматы первые применяют тяжелую кавалерию. Они полностью своего коня заковывают в доспех. Коню даже глаза закрывают частично, чтобы он не видел, не боялся, куда его направляют. Он слушался строгих удил, которые тоже применили первые сарматы. Это удила с шипами, то есть принцип действия как шпора, только шип впивался не в бока, а в щеки и губы коня. Конь, конечно же, реагировал на боль и становился более послушным. Такова тактика ведения сарматов. Сарматы также применяют уже не короткие железные мечи, как у скифов, скифский акинак. Сарматские мечи, они уже больше, они массивнее. На территории России у сармат появилось оружие с прямым клинком, заточенным с двух сторон – меч. Герои сказок и преданий имели эти грозные клинки. Известны легендарные клинки каролинги, знаменитые мечи викингов. Один из примеров ламинатных стали – это наши местные мечи, древнерусские мечи, европейские мечи, сарматские мечи, да. Они делались просто. То есть брался металл твердый, допустим, он твердый, но хрупкий. Обкладывался металлом попроще, который гибкий, мягче, и он не дает общему мечу. Ну, так вот, меч, допустим, работает. То есть, и у него режущая кромка, вот она твердая. Чтобы этот металл не разрушился, меч при ударе, крепкую и хрупкую сталь окладывали чем-то более мягким. И вот такие свойства получали. Эти мечи делались очень быстро и очень много. Это вот на то время требовалось для массового производства. Эксклюзивные клинки, да, там мастер работал долго-долго. Кузнец делал одно, шлифовщики и огранщики делали другое. Рукояти это делали уже другие люди. То есть один меч – это не совокупность таких вот нескольких мастеров. Сарматы, также кочевники, кочевали они на огромнейшие территории, дошли до Северного Китая и привезли оттуда большие, круглые, бронзовые зеркала. На тот момент это огромнейшая ценность, это большая редкость. Хочется отметить еще и сарматских женщин. Тоже они были воинственные, воевали наравне со своими мужчинами, правда, без доспехов, были отличные наездницы, лучницы, и ни одна сарматка не имела права выйти замуж, пока не убьет хотя бы одного врага. И когда древние греки увидели таких женщин впервые, а для греков, извините, женщина это исключительно существовала на роли подчинения, они сложили многочисленные будущие мифы и легенду о амазонках. Но исторически доказано, что воинственные женщины существовали, одни из них – это сарматские женщины. Доспех, конечно, все так же оставался бронзовым. Он видоизменился. Это уже не широкие пластины металлические бронзовые позднего бронзового века, это уже мелкие чешуйки. Причем каждая пришивалась по отдельности, внахлёст друг на друга, как рыбья чешуя. Воин оставался более подвижным, удваивался слой металла на теле, соответственно, возрастала еще и защитная функция. Что же касается воина, главным элементом, говорящим о его успехах, боевых заслугах, служили пояса с накладками. По накладкам на поясе можно было определить, к какому племени принадлежит человек, какой статус занимает, каким богам молится. То есть в ту эпоху документов не было, только по поясам различали статус и значимость этого человека. Представлены накладки из чистого золота с пояса гунского военно-начальника. Также в нашем музее представлена экспозиция
накладок хазарского периода. Это 7-10 века нашей эры. И как раз-таки здесь можно и посмотреть, как отличался успешный воин от менее успешной, то есть самый успешный, самый заслуженный, как правило, носил золотые накладки, менее успешный бронзовый. Но мы, к сожалению, их сейчас прочитать не сможем. Но современники, вероятно, с легкостью это определяли. Каждый воин накладки крепил к своему поясу в соответствии с принадлежностью к определенному племени, роду, ну и в соответствии, конечно же, со своим социальным статусом, знатный он или простой, ну и с той ступенью воинской иерархии, которую он занимал. Предки волжских булгар кочевали когда-то в составе, впервые упоминается еще в составе гунской орды, потом речь идет о тюркском каганате, далее уже в связи с Великой Болгарией, которая была образована в Приазовье, а после смерти самого знаменитого хана Кубрата, в общем-то, государство было разбито, потеснено теми же самыми хазарами, и уже племена разошлись, часть ушло на Дунай, часть осталась в предгорьях Кавказа кочевать, ну и некоторая часть племен, о которых мы уже говорили, отправляется постепенно сюда, вот, на нашу территорию, на Среднюю Волгу. Это такие племена, как болгары, сувары, барсилы и баранжары. Ну и многие другие тюркские племена. Национальности как таковые еще не сложились в тот период. Ну и, соответственно, племенное деление принадлежности к тому или иному племени было очень значимо для людей. С берегов Азовского моря болгарская культура перекочевала в Поволжье. Виды оружия, которые встречаются в Волжской Булгарии, похожи на хазарские образцы. Самый старый, это, например, я столкнулся в Белярске. В Белярск ходит золотой треугольник, как его называют, Татарстана. То есть Белярск, болгары и Казань. Это три населенных пункта, которые образовывали золотой треугольник. И вот в Белярске я увидел, что да, там очень сильно было развито кузнечное дело. Вот. Причем это было не только оружейное дело, а очень много бытовых вещей изготавливалось именно кузнецами. То есть те же самые скобы, гвозди, то есть элементарные вещи, но без которых прожить было невозможно. Оружие, да, это хорошо, но оружие, оно создано либо для защиты, либо для нападения, для убийства, по сути своей. Уже в эпоху хазар появляется шлем полностью железный, правда он наборный из 4 пластин, которые между собой сковывались. Также хазары могли производить изделия защитные более тонкие из железа, это кольчуга и бармица. Бармица – это кольчужное полотно, которое крепилось к задней стенке шлема, либо полностью и защищало шею воина от удара противника. И также именно в этот период, в эту эпоху, и именно у кочевников на вооружении появляется сабля. Сабля, она именно всаднику-воину больше удобна, так как она, в отличие от меча, она несколько длиннее, она, конечно же, легче и имеет одностороннюю заточку с одной стороны. И с высоты коня намного удобнее сверху вниз нанести рубящий удар, нежели мечом. Топоры также использовались хазарские, назывались они чекан. У таких топориков имеется небольшой обух, как маленький молоточек на оборотной стороне. В нашем музее на экспозиции топоры разные, есть и метательные, похожие на бантик. На одном из таких топоров имеются 2 креста. На юге России встречается множество христианских артефактов. На территории бывшего хазарского каганата находятся самые древние христианские храмы России. Хазарский конь, как правило, хазарскому коню на голову одевался налобник, начельник с отверстием. Из отверстия выходило оперение, называлось это оперение плюмаж. Благодаря этому оперению в ходе битвы можно было отличить противников от своих. Также коня наряжали, украшали, это и бронзовые, опять-таки, круглые медальоны, и бубенцы. И также хазары используют удила, но они уже не такие жестокие, как в сарматскую эпоху. Нет шипов, остаются только поперечные перекладины псалии, которые помогают облегчить управление конем. И что самое интересное, массово появляется в эту эпоху, это стремена. Появились они, конечно, гораздо раньше, примерно в IV веке. Здесь массово используются. Кстати, самое маленькое – это детское. Народы воинственные считают, как только мальчик твердо стоит на ногах, примерно в возрасте 3 лет, его сажают на коня, дабы взрастить из него сильного, смелого и храброго воина. Самым удобным оружием всегда оставался лук и стрелы.
Самые широкие, либо раздвоенные, это наконечники охотничьи. Самые широкие также использовались против противника без металлического доспеха. И также существовали наконечники, которые имели маленькие отверстия. При полете стрела именно с таким наконечником, с маленькими отверстиями, дырочками, она издавала свистящий звук. Она свистела. Хазары также продолжают использовать саблю, но все-таки своего расцвета сабли, вот эта тенденция к удлинению сабли, к ее изгибанию, своего расцвета сабля достигает в эпоху Золотой Орды. Это 13-15 века. Сабли становятся несколько длиннее, от 60 до метра 10, и уже более выражен изгиб у сабли. Ордынский шлем, он уже технологически усовершенствован. Это одна железная пластина и один шов сбоку. Некоторые сабли волжских булгар можно отнести к так называемому хазарскому типу. У нас они были скорее режущие, чем рубящие оружие. Тоже в форме клинка, такая типа сабли, да? При ударе, это есть европейские мечи, у них груб идет, а у нас скорее рез. Среди распространенных видов оружия у болгар встречается редкий вид тонкого меча, который называется палаш. Он был заостренным только с одной стороны. Одним из самых известных представителей этого вида оружия является знаменитый меч хана Кубрата. Палаши были популярны у многих народов Европы. Наряду с саблей и шашкой палаш был взят в русскую армию. Тульский оружейный завод и Тульский государственный музей оружия может нам представить интересный образец холодного оружия – палаш. Мы можем сказать, что это потомок средневекового меча. То есть мощное, массивное, простое оружие с прямым клинком, можно сказать, огромным. И он не похож, естественно, на саблю или на шашку, то есть он предназначался для тяжелой кавалерии и был таким рубящим предметом, инструментом, с помощью которого кавалерия врезалась в ряды противника, должна была просто его сломить. А потом уже шла легкая кавалерия, соответственно, с саблями, то есть это другой вид холодного оружия, или с шашками, и уже бойцы шли, так сказать, на фехтование и на рубку. Отличие шашки от всех других видов оружия, первое, то, что она не имеет защитной гарды. То есть она идет прямая. Шашка – оружие рубящее-колющее, причем рубящее идет в приоритете. То есть приоритет рубящего оружия. Соответственно, поэтому и вес казачьей шашки, когда вы держите ее в руке, распределяется больше на 1/3 конца клинка. Так называемый боевой конец работы. Также шашка, в отличие от всех других видов оружия, крепилась на портупею именно таким вот видом, чтобы верх и острие шашки было направлено на владельца шашки. Это было связано с необходимостью быстро обнажать оружие и быстро наносить удары оружия. Вот, то есть шашка бралась под гусек, вот эта вот часть называется гуськом, вынималась из ножен и сразу же наносился удар. Вот. Работа велась очень быстро, очень слаженно. Казачьи шашки в пластунских подразделениях, либо назовем их в пеших подразделениях казаков, точились полностью, от самого основания шашки до самого конца. В кавалерийских подразделениях шашка на 1/3 от основания не точилась, а точилось все остальное ее лезвие. Вот. Было связано с тем, что в рукопашном бою, либо в бою близкой схватки, казак мог обнажать шашку вот здесь, вот и уже начинать работать, например, на горло противника, не вынимая ее из ножен. Кинжал кавказский, бебут, обоюдно острый, изогнутый клинок. Острие с одной стороны, острие с другой стороны. Очень широко использовался пластунскими подразделениями казачьих частей соединений. Пластуны — это казаки-разведчики, для справки. Вот. Использовался, получил такое прозвание, как окопной шашкой. Дело в том, что он сам по себе маленький, но позволяет в закрытом пространстве делать все то же самое, что можно сделать шашкой. Принцип владения одной руки, принцип наложения одной руки на другую. Идет какие-либо вот эти вот моменты, обратно вот эти вот моменты, эти подрезающие моменты. И для усиления удара можно воздействовать второй рукой. Вот таким образом.
Два клинка, большой и малый, носят с собой не только казаки, но и самураи. Катана – изогнутый меч с односторонним клинком. По форме клинка катана напоминает шашку, однако рукоять у нее прямая и длинная, что позволяет использовать двуручный хват. Средневековые законы не позволяли людям несамурайского сословия носить два меча. Большой меч у японцев называется дайто – катана. Средний меч называется вакизаши, и есть еще короткий меч – танто. Танто имеет длину менее 1 шагу, около 30 сантиметров. Благодаря этой малой длине танто был излюбленным оружием самозащиты у женщин и торговцев. Иногда он использовался для харакири, хотя для совершения этого обряда существовал специальный нож. Почему катана индивидуально, знаете? За счет изгиба его. Кузнец делает катану прямую, приковки. Она тоже там множество слоев, но у каждого мастера есть своя технология закалки. И закалка идет зонная, то есть закалывается только нижняя кромка, вот режущая. Вот эта часть только нагревается, а при охлаждении или закалке, да, катана изгибается. Поэтому одна катана на другую никогда не похожа. И у каждой катаны есть свой дух и свой этот. Они индивидуальны каждый. У каждого мастера своя катана. И даже он не знает, какой формы будет катана. Не знаю, наверное, жить этим надо, вот этим железом. Мне много всего предлагали, все чего в жизни, да. Я бы мог свою жизнь изменить очень сильно и очень резко. Но нет, вот это железо держит. Я пришел к кузнецу, я удивился. Мне нравится удивлять сейчас людей до сих пор. Я когда вижу изделие кованое, для меня важно, а как это сделано. Если я не понимаю, значит вещь хорошая.